И сегодня в Башкортостане новый учебный год начался для почти 500 тысяч школьников республики. Впервые за парты сели 60 тысяч первоклассников. В учебных заведениях на открытом воздухе прошли концерты и торжественные линейки. Также сегодня в Башкортостане объявлен безалкогольный день. В Госсобрании отмечают, что подобное ограничение снижает уровень потребления спиртных напитков среди молодежи и обеспечивает общественный порядок. Подробности в материале Динары Таймасхановой. Двор Уфимской 35-й школы напоминает улей. Не только из-за количества людей, но и несмолкаемого гула. Цветы вперемешку с бантами и озабоченными лицами первашей, которые пока не готовы отпустить мамину руку. На линейку семья Бекановых пришла полным составом. Первоклассница Азалия завела даже дневник в ожидании Дня знаний. Вычеркивала каждый день уже в течение месяца. И, наконец-то, уже мы дошли до этих дней, что она сегодня даже в 6 утра проснулась. И ей не терпится было идти уже в школу. Она уже форму сама все подготовила, все вытащила и ждала этого момента. Волнуются не только вчерашние малыши, но и родители. Порой даже больше, чем дети. Казалось бы, уроки еще не начались, а серьезность у первоклашек уже проснулась. Что ты желаешь другим детишкам? Чтобы у них были хорошие оценки, они хорошо учились, никогда не получали двойками, не болели. Первый раз в первый класс — это на самом деле волнительно, как и для деток, так и для родителей. Безусловно, школа — это такой запоминающийся, яркий этап в жизни каждого человека. Поэтому очень хочется, чтобы у наших деток было как можно больше светлых, хороших воспоминаний. На урок спать не буду я старательным и начальником большим стану обязательно. От больших начальников у них разве что пиджаки, а пока в руках колокольчик, первый для них звонок. В первом Б 33 ребенка, почти поровну мальчиков и девочек, и возле доски уже не тетя, а преподаватель. В первом классе они такие маленькие, все хорошенькие. К 4 классу мы все уже такие родные становимся, и родители, и дети. Трудно уже расставаться. В 4 классе уже все взрослые. А после 4 класса снова 1 класс – это трогательно, очень волнительно. Прежде чем попасть на линейку, пришлось побегать по магазинам, говорят родители. Кто-то собрался еще за месяц, кто-то покупал форму ребенку накануне. Это, конечно, вообще какой-то квест был собрать ребенка в школу, потому что очень-очень много вещей надо покупать, тетрадок, книжек, обложек, линеек, ручек разных видов там. У нас как в наше время все это попроще было, но справились. Хочешь в школу пойти? Да. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Ветеринаром. Ветеринаром хочешь стать, животных любят. Первоклассники строят планы. Одни нацелены научиться читать, другие считать. Особенно понадобится математика тем, кто уже в 7 лет мечтает стать бизнесменом и купить Кадиллак. Я хочу бизнесменом стать. А зачем? И Кадиллак маме купить. Мне тоже. А почему Кадиллак? Потому что я бизнесмен. Малыши еще на подготовительных курсах определились с любимыми предметами и уже ставят сами себе оценки. Какие занятия нравятся больше всего? Больше всего первое занятие нравится, математика. Я там все сделала правильно. Все линейки ко Дню знаний прошли на открытом воздухе. Первый учебный год в республике начался для 60 тысяч детей. А всего порог школы сегодня переступили 500 000 школьников. Дети с хроническими заболеваниями по заявлению родителей временно останутся дома. Получать знания они будут с помощью гаджетов. Динара Таймасханова, Ильнур Юмагулов, Булат Закирьянов, Вахид Халимов. Новости Уфа.